След татар в истории. Серия книг. Книга первая. Кругом одни татары. Глава вторая. Петр I. Первый император России Петр Романов – самый загадочный персонаж мировой истории. Его еще называли императором Востока, и на то были веские основания. Судьба Питера, как он еще себя иногда называл, окутана мифами и легендами. Еще при жизни окружающие отмечали огромный рост Петра Великого. Позже фальш-историки определили – свыше 2 метров. Но так ли высок и велик был Петр Великий? Люди 400 лет назад были не такими, как сегодня. Они были очень низенького роста, и даже в сравнении с нынешними подростками-акселератами выглядели мелкими карликами. Человек выше 170 сантиметров считался настоящей каланчой. Посудите сами, мог ли 2-метровый верзила носить обувь 38 размера и кафтан 48? Еще говорят, что Петр Романов был очень охоч до женского полу. Вот это уже похоже на правду. И тянуло его почему-то всегда к дородным и пышнотелым немкам. В 17 лет Петя без памяти влюбился в Анну Маргарету фон Монс из немецкой слободы. Художник Эбби Алстон даже изобразил ее портрет. Действительно красотка. Но это лишь плод разыгравшейся фантазии мастера. Настоящего образа красавицы история, увы, не сохранила. Любовь Петра к дочери фесфальского торговца Маргарете была настолько безумной, что из-за нее он заточил в женский монастырь свою законную супругу Евдокию, Прасковью Лопухину. Как остроумно подметил Даниил Мордовцев, Анна Монс, иноземка, дочь виноторговца, девушка, из любви к которой Петр особенно усердно поворачивал Старую Русь лицом к Западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остается немножко кривошейкою. Конец цитаты. Неровно дышал Петр и в сторону своей второй жены, Кати, после смерти мужа ставшей царицей Екатериной I. На самом деле ее звали вовсе и не Катей, а Мартой Склавронской. Была та перекрашенная Марта Катя самого захудалого рода, ливонской прачкой и, как бы сегодня сказали, девицей низкой социальной ответственности. В отличие от первой супруги, благочинной Евдокии, пусть тоже не из знатной, но добропорядочной московской семьи, воспитанной по старинным обычаям домостроя, на ней 16-летнего паренька женила мать Пети, предприимчивая дама из татарского рода Нарыш, в крещении Наталья Нарышкина. Сын не мог ослушаться властной мамаши, которая во время его малолетства вершила не только все семейные, но и государственные дела. Да, в жилах будущего императора текла горячая татарская кровь. Поначалу Петр с превеликим уважением и почтением относился к своей многочисленной татарской родне. На стене у императора Востока висела карта азиатской Московии. Но позже, когда Питер неосторожно прорубил окно на запад и перебрался из татарской Москвы в европейский Петербург, в кавычках, конечно, он угодил в прочные иноземные сети – любовные, политические и прочие иные. В Москве говорили по-татарски? Однозначно да. Если церковный язык был славянским, близким к сербскому, то разговорный очень часто татарским.
церковный и разговорный языки разные. Так и у татар. Богословский язык арабский, разговорный тюрки-татарский. В средневековой Москве татарскую речь можно было услышать не реже, а может даже чаще, чем сегодня в Казани. Вот как тогда писались книги на так называемом русском языке. Отрывок из оригинала сочинения Афанасия Никитина «Хожение за три моря» 1478-1474 годы. Это оригинал. Урус ерье таңғыры сақласын. Алла сақла, худо сақла. Бұ дүнияда мұнықубит ер ектұр. Нишік урус ері бағлары ақай тусил. Урус ер обадан болсын. Раста кам дырыт. Алла, худо, Бог даңғыры. Тот, кто владеет тюркско-татарским языком, легко переведет эту молитву знаменитого московского путешественника. Землю урусов пусть хранит Тангры. Аллах худо, сохрани. На этом свете нет страны, подобной ей. Аллах худо Бог и Бог Тенгри. Все москвитяне прекрасно понимали, что эмир – это правитель, икмәк хлеб, ашлык еда, кумган кувшин, башмак ботинок, зиндан тюрьма, білгіч знаток. Имена Булат, Мурат, Ахмат, Тимир, Шабан были в полном ходу и никому не резали ухо. Правда, потом фальш-историки объяснят, что то были не настоящие якобы имена, а просто прозвища истинно русских православных людей. Посмеем возразить, то были чистокровные татары. И не просто конюхи, и как много позже неграмотные дворники Москвы, а все беки да мурзы, весьма зажиточные и благородного ордынского происхождения. Мало того, люди басурманского роду племени кишмя кишели при государевом дворе. Да и сами некоторые московские правители были выходцами из татарской орды. Нет ни одного русского государя до Петра Великого включительно, в ком не текла бы татарская кровь. Есть такое мнение, что Москву основал не великий князь Юрий Долгорукий в 1147 году, а золотоордынский хан Менгу в 1272 году, дав разрешение на загладку церкви и города. Не смеем утверждать, что это достоверный факт, но как о версии упомянем. Прославленный русский писатель Лев Толстой учился в Казанском императорском университете и усердно изучал татарский язык. В своей известной повести «Казаки» он писал, что даже еще в XIX веке те самые казаки очень хорошо говорили по-татарски. А другой знаменитый писатель Александр Куприн, как и Лев Толстой, имевший татарские корни, утверждал, что практически все помещики его родного Наровчатовского уезда – татарские князья. Это и не удивительно, ведь Наровчат был одним из улусов Золотой Орды. Никто поначалу не чурался, а напротив гордился своим знатным татарским происхождением. Московские правители старались заручиться дружбой с влиятельными чингизидами, которые в тогдашнем табеле о рангах стояли на ступеньку выше их. Только благодаря тому, что Иван Грозный сумел привлечь на свою сторону таких могучих татар-сородичей, как крымский эмир Тохтамыш, эмир Шибанский Кудаит, Касимовский хан Шигалей,
астраханский эмир Кайбулла и эмир Дербыш-Али ему удалось покорить и подчинить себе Казань. Факт, а не фейк. Страшный пожар 1812 года сжег деревянную Москву практически дотла. Город потом отстроили заново, но уже совсем на другой европейский манер. Прежний восточный азиатский облик столицы канул в лету. Первоначальный облик Москвы пытались воссоздать позже на гравюрах. Конечно, они сильно стилизованы и не передают реальной картинки. И все же кое-что интересное на них увидеть можно. На одной из гравюр, выполненной по рисунку де Лабарта 1797 года, изображена Казанская башня Сюмбеки. Ну, очень похоже. Сохранились еще свидетельства очевидцев французов, прибывших в Москву после вступления в нее Наполеона в 1812 году. Вот какой ее увидела некая мадам Фузиль. Москва имела какую-то особую прелесть, которую уже невозможно воротить после пожара. Может быть, она будет опять хорошим городом, но городом, похожим на другие, тогда как прежде она напоминала не то Испаган, не то Пекин, вполне азиатский город. Прежде мы уже рассказывали об известных русских царях, в чьих жилах текла татарская кровь. Иване IV, Саин-Булате. Саин-Булат вообще был чистокровный татарин. О Борисе Годунове. Но в этой главе мы рассказываем о Петре Великом. Хэр Питер бин Исмаил Нарыш. Генеалогические корни первого императора России, Петра Романова, до него Романовы имели титул царь, ведут татарам. Заметим в скобках. Династия Романовых, воцарившаяся на московском престоле в 1613 году, имела другую фамилию – Захарины Юрьевы, в чьих родословных нужно еще разбираться. Вся генеалогия была переписана после их вхождения на престол в XVII веке. Итак, отцом Петра был Алексей, прозванный за мягкий характер Тишайшим. Это второй по счету из царей Романовых, а матерью была жена царя Алексея в крещении Наталья Нарышкина, о которой мы уже упоминали. К сожалению, настоящее татарское имя установить не удалось. Известно лишь, что Наталья появилась на Божий свет в семейном браке от Мурзы Нарышкина и дочери другого ордынского Мурзы Абатура. Получается, что Петя, будущий император России Петр I, родился в смешанном браке и был наполовину татарином. Отец Петра, Алексей Тишайший, вскоре умер. Мать воспитывала сына без мужа и до его совершеннолетия вместе со своим татарским кланом Нарышкиных стояла во главе государства. А кланом этим управлял умный и образованный дядя будущего императора России Лев Кириллович Нарышкин. Татарская кровь Петра звала его к своим сородичам. В его окружении было полно людей татарского происхождения. Влиятельные татары Федор Апраксин, Михаил Матюшкин из ордынского рода Мурзы Албаушу водили с ним самую тесную дружбу. Более того, Петр I во время своего отсутствия вручал бразды правления страной еще одному сородичу – Федору Рамадановскому. Рамазановскому, как трактует эту фамилию известный лингвист-тюрколог Баскаков. Император придумал для своего заместителя специальный титул – князь-кесарь. Мин хэр кенинг
Письмо ваше государское, шутливо обращался к нему Петр I в своих деловых записках, и в конце подписывался «Вашего Величества нижайший подданный Питер». Вот это немецкое обращение и подпись «Питер» вместо «Петр» далеко не случайны. Сказались его частые походы в немецкую слободу в Москве и близкие отношения с тамошними расчетливыми обитателями и обольстительными обитательницами. Постепенно немецкая карта стала перебивать татарскую, а после заграничных поездок в Европу, которые назвали Великим посольством, Петра I словно подменили. Есть и такая версия, что в Россию вернулся не он сам, а его двойник. Вектор внутренней и внешней политики Российской империи кардинально поменялся с востока на запад. Археология слова. Нарыш в переводе означает гранат. Нарыш – знатный татарский род, вышедший из татарской орды в Московию. После перехода в христианство род принял фамилию Нарышкины, но еще долгие годы его представители сохраняли татарские имена – Яныш, Мурас. Нарышкины оставили заметный след в истории России, будучи известными дипломатами, декабристами, женами и матерями московских великих князей и царей. Карта азиатской Московии недолго висела на стене российского самодержца Петра. Титул император Востока тоже был отвергнут. Многочисленная татарская родня забыта, жену Евдокию Лопухину заперли в женский монастырь, Петя женился на Кате. Настоящее имя Марта Скавронская. Старший сын Алексей от первой жены Лопухиной спорил с отцом и отстаивал старые московские порядки. Ему пришлось бежать в Швецию. Но обманным путем он был возвращен на историческую родину и за непослушание отцу заточен в темницу, где бесславно сгнил. Татарская эпоха в истории государства российского заканчивалась. Последующие правители России стали отрываться от своих восточных корней и примыкать к Западу. Гольштейн, Готторп, Романовы – так царская династия называлась в европейских документах и справочниках XVIII-XIX столетий. Как подсчитали историки, последний отпрыск рода Романовых, претендовавший на престол, сын Николая II, царевич Алексей, имел свыше 70% немецкой крови, 25% датской и менее 0,4% русской. Нота бене, на заметку. Проверь, а может ты тоже татарин? Краткий список русских фамилий татарского происхождения. Атамановы, Абдуловы, Адашевы, Аксаковы, Алмазовы, Алябьевы, Апраксины, Аракчеевы и так далее. Полный список будет приведен в описании к этому ролику. Кому интересно, посмотрите.